Государственная Дума России затеяла масштабную реформу местного самоуправления. Вернее, не так. Настойчиво, последовательно, я бы даже сказал, чересчур напористо продвигает идеи так называемой одноуровневой системы местного самоуправления вместо двухуровневой, которая действует сейчас. Под ликвидацию, точнее, под оптимизацию, как элегантно выражаются авторы законопроекта, депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишес, подпадает как раз-таки наиболее близкая к народу поселковая власть. То есть в основном сельские поселения, их советы и администрации. Зачем? Почему именно сейчас? Резонно задают вопросы и в Татарстане, и в некоторых других регионах России. Аргументы за такую реформу мы еще приведем чуть позже, как и доводы, почему этого делать ни в коем случае нельзя. Пока же немного к предыстории вопроса. Во-первых, Клишес, Крашенинников – знакомая для Татарстана и других национальных республик пара законотворцев. Надо отдать должное, достаточно сильные, даже мощные, как выразился Рустам Минниханов, юристы и чиновники, но без большого опыта работы на земле с населением. Люди, которые, как я уже сказал, последовательно проводят политику единой системы публичной власти в стране, ее унификации и, как следствие, поражения в статусе и правах национальных республик. По сути, это жесткая централизация и постепенный отказ от принципов федерализма. Нам ли в Татарстане это не знать? Давайте загибать пальцы. Сначала нам не продлили договор о разграничении предметов ведения, затем отменили обязательное изучение татарского языка в школах, прописали государствообразующий народ в Конституции Российской Федерации, никто особо и не возмущался. Затем плавно подрулили к теме унификации названий должностей руководителей регионов. Татарстан на тот момент был единственным регионом в стране, где еще сохранялось наименование руководителя республики как президента. И вот добрались до серьезных изменений в организации работы местного самоуправления. Надо отметить, что пресловутая реформа МСУ была затеяна давно, и спорный законопроект Клишеса-Крашенинникова в первом чтении был принят еще в 2022 году. Татарстан выступил резко против. Обсуждение тогда перенесли на более поздний срок из-за выборов президента страны. И вот новый виток споров. Как раз-таки на этой неделе профильный комитет Госдумы одобрил поправки ко второму чтению в проект нового закона об организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Удалось рассмотреть 940 поправок, поступивших ко второму чтению. Госсовет Татарстана выдвинул свои 59, часть из которых прошли. Но все предложения, касающиеся сохранения двухуровневой системы местного самоуправления, были отклонены. Информация пришла как раз в тот момент, когда проходило очередное заседание Государственного совета Татарстана, и тема настолько оказалась животрепещущей, что слово взял раис республики Рустам Минниханов. Давайте послушаем. Наша страна, она большая, огромная. И одним шаблоном этой страной управлять нельзя. Наверное, какие-то изменения, они были, будут, и к этому надо относиться нормально. Но мы же не против, если где-то населения мало, у них людей нет. Пожалуйста, надо дать право, не нам дать право, а им дать право создавать вот такую систему управления. Решение, которое принимает Госдума, это же система управления государством. Кто им дал такое право, если не спросить у населения? Вот у нас несколько глав, которые работали, сейчас представляют в государстве. Их мнение спросили. Те люди, которые в муниципалитете вообще в жизни не были, принимают решение, какая система должна быть там. Какие есть доводы, почему нужно переходить на одноуровневую систему МСУ, фактически отказываясь от поселковых советов, депутатов и глав в их нынешнем статусе? Первая очевидная экономия средств. Сейчас в стране насчитывается порядка 20 тысяч поселений. Только в Татарстане их чуть меньше 1000. Соответственно, всю эту огромную армию муниципальных служащих, местных депутатов по замыслу Клишеса-Крашенинникова можно легко сократить, убив сразу двух зайцев. Не только экономя деньги на их содержании, но и прекращая борьбу муниципалитетов за власть и деньги. Кроме того, это сразу же снимает проблему острейшего дефицита кадров на селе. Управлять и работать с населением будет не глава поселения и сельсовет, которых нужно еще периодически выбирать, а, допустим, староста.
Таким образом, в Татарстане вместо 956 муниципальных образований, в том числе и 872 в сельских поселениях, останется, скорее всего, 45, среди которых 2 города – Казань и Набережные Челны, и 43 района. Как будет на практике работать такая упрощенная и облегченная в плане кадров система местного самоуправления, авторы законопроекта, естественно, ответить не смогут. При этом они признают, что действующая система МСУ в Татарстане работает как часы, более чем эффективно. Зачем тогда ее нужно рушить? Вопрос открытый и для многих скорее риторический. Вот и Рустам Минниханов им задается. Тем более во время проведения специальной военной операции, когда государство, местные власти и население тем более должны работать как единый механизм. Мы на ровном месте, страна будет сейчас спорить, какая система правильная, неправильная. Это стыд, позор. В Думе мы будем обсуждать, как должна страна управляться. Вот она управляется, она неплохо управляется. Пусть скажут, Татарстан плохо управляет. Он зарплату получил, сегодня его на работу поставили, завтра нет. Человек, который избирал население, он перед ними отчитывается, он вместе с ними живет, он не приезжий. Мы обращаемся к ним, и через них мы и контрактники формируем. Кто-нибудь из этих депутатов на похоронах был? Это же на них. Вы представляете, как это сложно? А кто работает с населением погибших? Кто работает с другими? Они. У нас других людей нет. И эти люди, авторитет, мы за эти 15 лет сформировали вот некий такой авторитетный пласт людей. Мы что, их потеряем? Кому они мешают? Что, в стране нет других проблем? Сегодня мы в Государственной Думе будем оспаривать те или иные решения. Это же неправильно. Свои опасения Татарстан точно донесет до федеральных властей. На сессии Госсовета было принято решение напрямую обратиться в связи с этим к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Между тем, спорный законопроект продвигают практически спортивными темпами. Уже 11 декабря его собираются вновь обсудить, чтобы, возможно, принять во втором чтении. Свою позицию на заседании Госсовета с трибуны высказал лидер татарстанских коммунистов Хафиз Миргалимов. В кулуарах мы узнали мнение на этот счет у многих депутатов Государственного Совета и Государственной Думы с опытом работы в районах. И, конечно, побывали в самих сельских поселениях республики и поговорили с главами поселков и местными депутатами. Такая у нас получилась палитра мнений.